Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в рамках программы Гюнтер ТВ у нас на повестке дня ряд вопросов, в том числе правительственный час об увеличившемся числе суицида. Сегодня в рамках правительственного часа были приглашены представители министерств, ведомств профильных, в том числе Кудайбердиева Гульнара. Она докладывала о ситуации. Что вы услышали? Какие данные? Действительно увеличится число суицидов? Ну, количество случаев суицидов среди учащихся, ну вот если взять 2014 год, те данные, которые приводил министр образования, получается наоборот, как бы сокращение там на 10, что ли, случаев, где-то так, да, Алишера Реджебовна? А заместитель Генеральной прокуратуры привел другие данные совершенно. Он говорит, нет, у нас разнятся данные с Министерством образования. Говорит, у нас, если Министерство образования говорит, в 2015 году 96 случаев было, а Генеральная прокуратура говорит 102 случая. На самом деле для нас судьба любого человека бесценна. И мы должны, даже если у нас один такой случай происходит, мы должны на это очень остро реагировать. А тем более, когда происходят суициды среди детей. Вчера ряд депутатов, в том числе женщин, они выступили с инициативой проведения. Расскажите вот ваше видение по решению проблем. Исполнительные органы власти, они предоставили отчет о мерах, но как в рамках законодательных инициатив можно решить данную проблему? Я считаю так, что женщины очень сильно подняли вопрос, потому что это очень сейчас большая проблема для Кыргызстана. Число с каждым годом не увеличивается, но оно почти что не идет на низ и не идет наверх. Я думаю, за 2014 вот Гульмира Каримовна сейчас статистику привела нам. На 10-20 случаев у нас каждый год случаи с суицидом, они растут. И почему именно женщины подняли этот вопрос? Это очень... Мать, она является хранителем, да, очага, она дает воспитание ребенку. И приходя к такому плачевному результату, что ребенок заканчивает жизнь самоубийством, для матери это огромное горе. И поэтому женщина именно в парламенте, мы инициировали то, чтобы поднять этот вопрос и о создании правительства часа. Дастан Далабаевич, сегодня вы один из первых, кто задавал вопросы представителям министерства, ведомства, а также вице-премьер-министру по социальному блоку. И вы затронули вопрос нехватки психологов в школах. Насколько вам отчитались, нужны финансовые ресурсы для реализации этого проекта? Оказывается, у нас вместо психологов работают социальные преподаватели, но они не выполняют, конечно, той роли, которую должны выполнять психологи, да, в школах. У нас в Бишкеке всего лишь в 95 школах имеются психологи, во всех других школах отсутствуют. И вот замминистра финансов сегодня сказал, что для того, чтобы у нас создать штат психологов в каждой школе, в год нужно 185 миллионов сомов. 185 миллионов сомов, вроде вот так вот посмотришь, это очень большие средства, и для нашего бюджета действительно это огромные суммы, да, но я думаю, что у нас очень много сейчас детей из неблагоприятных семей, да, мы должны с ними работать, мы должны с ними обсуждать, а тем более в век информатизации, когда дети не знают, как быть, когда они сталкиваются с той или иной информацией, да, когда кто-то их может склонить к самоубийству. И если вы слышали, я привел такой факт. Сейчас, к большому сожалению, набирает такая тенденция у наших соседей, в России, в той же Российской Федерации, когда в социальных сетях создаются группы по, как это сказать, настраиванию, наверное, подростков к самоубийству. И вот буквально я вчера тоже прочитал, социальная сеть ВКонтакте выявила ряд таких групп в социальной сети своей, где скрываясь за анонимными никами, так сказать, лица вовлекают несовершеннолетних, объясняют, как надо совершать самоубийство, к чему это приводит, вот то, что это хорошо очень, там, да вы попробуйте, все равно эта жизнь не очень интересна. То есть они различные, ну, не так, как я сейчас говорю, да, они очень сильно умеют убеждать детей, а детей-то убеждать, что там, можно крайностями доказывать им, что вот сделаешь так, будет то-то, то-то, да. Поэтому я попросил также Министерство внутренних дел, чтобы они
уже сейчас взяли на вооружение и боролись вот с подобными методами вовлечения или доведения лиц несовершеннолетнего возраста до самоубийства. Помимо социокультурного и психологического аспекта решения проблем, также были озвучены и проблемы экономического блока, в том числе это проблема, когда в семьях, где один родитель, либо родители находятся на заработках, да, в других странах, то есть дети мигрантов, зачастую, оказывается, бывает это одна из проблем суицидов. Какие меры предоставило правительство по решению, что вы услышали внятного из уст представителей правительства по решению данных проблем, чтобы, Ашера Алиджевна, для решения проблем экономического характера, чтобы предотвратить или уменьшить число суицидов? Вы знаете, я, насколько сейчас со статистикой знакома, вот, о проблемах матерей-одиночек, да, у нас с каждым годом увеличивается число детей от матерей-одиночек на 1000 детей. С каждым годом на 1000 детей. То есть, я еще один раз говорю, что у нас статус матери-одиночки превысил. Да? Мы говорим, что Кыргызстан – это страна многодетной семьи. А очень многие женщины неправильно это воспринимают. Они считают, что статус матери-одиночки – это превыше всего. И воспитание одного ребенка, что мы растим без отца, что я понимаю, очень много есть такие трагические, да, случаи, когда что папа в аварию попал, по состоянию здоровья мама погибла, да, я понимаю такие случаи, но в основном по статистике у нас ведется, что матери воспитывают одни детей при живых отцах, то есть они даже не регистрируют брак, чтобы сохранить это как бы пособие, детское пособие, понимаете, чтобы получить там еще какие-то льготы. И это очень большая проблема, и я еще один раз говорю, что здесь нужно больше говорить об ответственности наших родителей, какое полноценное детство они будут давать сейчас нашим детям, потому что папа обязательно должен участвовать в воспитании ребенка. Процентность разводов почему у нас сейчас увеличена? Потому что у нас сейчас идет мышление, да, внутри, что мама, она может все, мама, она может воспитать ребенка сама одна, понимаете, вот это очень большая проблема, я думаю, именно вот психологов сегодня, о том, о чем мы говорим, социологов, психологов, почему мы сейчас говорим о повышении качества, да, образования, это направление, чтобы донести до каждой семьи, что это неправильно, что нужно наше мышление ломать в этом, что ребенок должен расти в полной семье. Мы тогда выступали, что вот в домах-интернатах, да, это отдать наших детей в фостерные, да, семьи. Но я считаю, что это неправильно. Ни в коем случае нельзя отдавать ребенка в ту семью, где платятся деньги. Это не любовь. Потому что каждый отец и мать, они должны дать ребенку право на жизнь, прививать любовь к жизни. Об ответственности здесь очень большая роль должна быть, играть именно родителей. Да, вот Ашера Алиджевна очень правильно сказала. Нельзя возлагать всю вину только на правительство. Правительство должно, безусловно, помочь в создании условий там, с психологами, помочь матерям-одиночкам, да, в каких-то, может, вот в каких-то сложных ситуациях, да, какой-то помочь там выход найти. Но большая часть ответственности возлагается на родителей. Мы это не должны забывать. Мы не должны возлагать всю ответственность только на учителей, только там, на какие-то правительственные структуры. На самом деле большая часть проблем вот этих суицидов происходит из-за чего? Потому что есть проблемы в семье. Да? Вот здесь каждому человеку, кто создает семью, должен подходить к этому ответственно и думать, да, как он говорит, как общается, да, с ребенком, правильно? Элементарно. Вот такие вещи. 80% тех ответов, которые ребенок не находит дома, он будет находить их на улице. Причем неправильно. Причем неправильно. И он будет жить по этим ответам, понимаете? И поэтому здесь мы еще один раз говорим об ответственности родителей, потому что каждый родитель должен своего ребенка воспринимать как личность в семье и разговаривать с ним как со взрослым человеком. Хорошо, спасибо вам большое. И у меня вопрос уточняющего характера. По итогам работы правительственного часа будут ли принято какое-то решение, либо рекомендации для правительства? Ну, во время правительственного часа просто заслушивается информация и даются рекомендации. Да, я так надеюсь, что вот по крайней мере по психологам вот эта рекомендация должна войти в республиканский бюджет, если уже не этого года, то, по крайней мере, на следующий год. Потому что этот бюджет уже этого года закрыт.
Ашир Джебну, какой бы вы пункт могли бы включить в ряд рекомендаций для исполнительных органов власти? Я думаю, что у нас между Семейным кодексом и между Конвенцией детей есть определенный провал. Этот провал нужно именно о том, сейчас, о чем говорил Дастан Далабаевич, да, что нужно повышать качество. Именно что мы именно как на законодательном уровне, что мы можем, как мы можем помочь, как мы можем решить эту проблему, что мы должны именно открыть обеспечение образования, да, именно психологов, социологов и дать им возможность изменить мышление наших детей в воспитании в будущем. Хорошо, спасибо вам большое. И сегодня в рамках трансляции заседания Джоур Кенеша по телевидению «Пирамида» вы можете услышать мнение депутатов по данному вопросу. А также на повестке дня стоят более 27 вопросов, в том числе это поправки в ряд законов социального характера, также проекты постановлений Джоур Кенеша, касающиеся туристического сезона нынешнего года, а также ряд соглашений. Спасибо большое. До свидания.